Пешеходам страшно ходить в центре Уфы по тонкому льду на улицах. Яяүлеләргә Өфе үзәгендә урамдардағы йоҡа-боҙ өҫтөнән йөрөүе ҡурҡыныс. Пешеходам страшно ходить в центре Уфы по тонкому льду на улицах. Яяүлеләргә Өфе үзәгендә урамдардағы йоҡа-боҙ өҫтөнән йөрөүе ҡурҡыныс. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Вы слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Доброе утро, дорогие друзья. На «Эхе Москвы» в Уфе стартует «Уфимский разворот». У микрофона пока Руслан Валиев. Ксения Малкова, я надеюсь, присоединится к нашему эфиру буквально через считанные минуты. Никита Полянин помогает за звукорежиссерским пультом. А наш план на ближайший час привычный, стандартный, с обзором новостей из прессы, с фрагментом вчерашнего эфира «Персонально ваш» с заместителем министра строительства республики Артемом Ковшовым. Голосование устроим. Во второй части ждем собеседника по скайпу. С нами будет гость нашей республики, руководитель объединения «Калининград Стритфуд», член комитета по гастротуризму Российского союза туриндустрии Александр Исаев. У нас вчера стартовало мероприятие, можно сказать, всероссийский такой форум, посвященный туризму, но не простому туризму, а туризму, связанному с пищей, так называемый гастротуризм. Интересные довольно-таки вещи подготовили организаторы. Я вчера был на презентации этого мероприятия, поэтому решил пригласить одного из участников. Мне кажется, будет любопытный разговор. Готовьте вопросы, комментарии и реплики. Их можно писать в чате нашего Ютуба, где есть прямая видеотрансляция. Также у нас одноклассники ведут свой прямой эфир. Там, правда, писать бесполезно, потому что читать я оттуда не могу, но картинка и звук неплохие. Поэтому, кому удобно в одноклассниках, знайте именно об этом варианте присоединения к нашему эфиру. Номер для СМС, WhatsApp и Telegram сообщений также работает. +7 927 304 10 51. Таким образом, все на своих местах. И, да, привет всем, кто уже пишет к нам в Ютубе. Перейдем к обзору прессы. Парочку публикаций с сайта «Эхо» в Уфе озвучу. Важные темы, на мой взгляд, нами удалось вчера осветить. Ну вот, например, Юрий Дудь, известный блогер, самый популярный, наверное, даже можно сказать, блогер, ну, если за скобки вынести Алексея Навального, видео которого про дворец в прошлом году оказалось самым просматриваемым видео, точнее, не в прошлом, в текущем, уходящем году в российском сегменте Ютуба. Второй, наверное, все-таки общественно такой политический блогер — это Дудь. Так вот, он снял фильм о пытках в российских колониях, тюрьмах, СИЗО и так далее. И в том числе упомянул эпизод, о котором мы на «Эхе» говорили, эпизод, связанный с пытками в отделе полиции Стерлитамака. Значит, это 2 года назад случилось с Владиславом Воробьевым. Тогда он оказался совершенно случайно в отделе полиции. Его скручивали тросом, на него садились. В общем, даже... кстати, да, вот Никита предлагает... Давай послушаем это аудио, если оно под рукой, и дальше мы продолжим. Посадили они меня на пол, заковали наручники сзади спины, так, то, что кисти даже не мог повернуть. Ноги крест-накрест сложили мои, буксировочным тросом обмотали от голеностопа до голени. Это называется у них смотреть телевизор. Корпус тела начали наклонять мой к полу, я начал задыхаться, чувствовать себя плохо. Вот, в общем, посмотрите этот фильм, долгий, но полезный и важный в этом смысле и для тех, кто понимает, что у нас реально происходит в этой системе, и для тех, кто не понимает особенно. Далее, башкирские дворники именно, объединились в сообщество «Обманутые дворяне».
чтобы получить социальное жилье. Об этом сообщил телеграм-канал Мэш изначально. И, значит, что тут, о чем речь? Дворники, которым в свое время муниципалитет обещал жилье, вы помните, да, что дворники зачастую-то и работают для того, чтобы определиться с местом жительства, скажем так. В последние годы ничего подобного не получают от, например, Уфимской мэрии и решили все-таки побороться за свои права. Вступил в это сообщество также и уфимский дворник Юрий Ветлугин, о котором мы также в эфирах наших говорили, поскольку он стал знаменитостью, по сути дела, после того, как снялся в фотосессии для глянцевого журнала GQ. Интересно, молодцы в этом смысле, да, что какое-то объединение создали и, возможно, какую-то активность проявят, и, может быть, даже это к чему-то приведет. Хотя, конечно, надежда призрачная. Прокуратура, еще одна публикация на сайте «Эхо». Прокуратура Советского района Уфы возбудила административное дело в отношении секретаря избирательной комиссии 358. Выборы, которые у нас прошли в сентябре, до сих пор свои отголоски в правовом поле, скажем так, нам выдают. Об этом сообщил «Эху» Дамир Сагидуллин, который работал наблюдателем на этом избирательном участке. По его словам, он получил копию протокола с результатами выборов в Горсовет Уфы, которые свидетельствовали, что на этом участке победил кандидат от КПРФ Евгений Вишняков. Кстати, и на моем участке, где я работал членом комиссии, Вишняков победил. И у меня это было нормально. И де-факто он победил, и эти данные оказались в системе ГАЗ-выборы. Правда, разрыв у него был от преследователя Иосифа Марыча небольшим, там, по-моему, 15 голосов всего. А вот на этом участке 358 в системе ГАЗ-выборы итоги голосования были совершенно другими. Там все наоборот оказалось. Он, конечно, это обнаружил, на это пожаловался. В результате, значит, грозит все-таки секретарю этой комиссии, который, дескать, просто ошибся при загрузке данных. Соответственно, ему грозит штраф в размере от 1500 до 2000 рублей. Но это еще суд должен решить. Поэтому, с одной стороны, отрадно, что хоть какое-то, да, последствие есть у этой истории, но оно совершенно несерьезное, потому что все в итоге сводится к тому, что, дескать, ошиблись. То есть не было никакого злого умысла, никто не хотел выборы фальсифицировать, а просто немножечко перепутали цифры. Печально, конечно, ну, такое двоякое чувство, да? С одной стороны и радуешься, с другой стороны ничего хорошего. Далее, что у нас есть? Интересно, продолжается некая такая послесловие, да, длительной истории супермаркетов «Матрица», которые мы, многие, по крайней мере, уфимцы, помнят и много лет пользовались ее услугами. Известный поэт-песенник выкупил 8 магазинов сети «Матрица». Таков материал в издании «Пруфы». Значит, всего на это дело ушло 212 миллионов рублей. Торги состоялись буквально вот 7 декабря. Журналист Пруфов выяснил, что покупателю Медхату Абдулманову 79 лет, и он известный в республике поэт-песенник. Последний сборник стихов «Лучше поздно, чем никогда» вышел в свет в 2010 году в издательстве «Чурагул». Родился он в деревне Янышево, всю жизнь проработал в Уфе начальником участка по строительству, а потом закончил филфак БГУ и уже потом стал поэтом. Интересно. И, что интересно, сын Абдулманова, известный в Уфе коммерсант Рустам Абдулманов, владелец «Арт-квадрата», того самого общественного пространства, которое хвалят многие приезжающие к нам гости, говоря, что это кусочек Европы фактически в центре башкирской столицы, где особо похвастаться нечем. Вот такая вот деталь. Далее. История противостояния перевозчиков наших частных, а именно ИП Искалина, оператора 272-го маршрута с городскими, как минимум только с городскими, ну там, наверное, не только они, и республиканскими чиновниками. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, герой буквально каждодневных новостей в Башкирии. Удивительно, как вот его фамилия умудряется оказаться в нашей повестке по нескольку раз на дню. Это только в Башкирии. А сколько в Башкирии субъектов и сколько вот таких обращений? Я каждый раз задаюсь вопросом, когда Бастрыкин что-либо поручил, он действительно сам лично прочитал что-то и поручил, сказав «я поручаю». Или как это работает? Удивительной продуктивности, конечно, генерал Бастрыкин. Так вот, в данном случае он поручил доложить о возможном нарушении прав перевозчиков в Башкирии.
Значит, Денису Чернятьеву, руководителю нашего местного СКР, нужно будет об этом, соответственно, доложить. Реакция Бастрыкина произошла на обращение представителей Ассоциации пассажирских перевозчиков. Заявители считают, что местные власти препятствуют их законной предпринимательской деятельности и выдавливают частных перевозчиков из отрасли, чтобы освободить маршруты для государственного предприятия, отмечается в сообщении перевозчиков. Тоже мы в эфирах об этом говорили, и сами они у нас выступали. В общем, история понятна. 272-й маршрут. Якобы они закупили новые автобусы средней вместимости, ждали новые карты маршрутов от Уфимской мэрии, где было бы указано, что вот можно автобусы средней вместимости использовать, но город их не выдал, и поэтому автобусы стоят на приколе, количество их на линии маленькое. В то же время город утверждает, что все не так просто. Сам Искалин якобы до сих пор злоупотреблял, то есть у него не было карт на автобусы средней вместимости, но они там уже ездили до сих пор, а должны были только малой вместимости быть, такие типа «Газели» и «Пазики» старой модификации. Я отмечу, что «Вектор» и «Next», новые, которые есть и у Башавтотранса, и у участников, это тоже пазики, по сути, да, но это просто модель, которая имеет другое название, хотя выпускается на том же самом предприятии. «Коммерсант», кстати, об этом написал, поэтому можете более подробно ознакомиться. Значит, многие пишут о том, что у нас появился новый глава ГИБДД, теперь официально. Динар Гильмудинов, многолетний руководитель, избрался в Госдуму, все об этом знают. А вот его преемник Владимир Севастьянов в последние годы был заместителем Гильмудинова, ему всего 41 год, и родился он в Нефтекамске в 80-м году, в 2000-м окончил Уфимский юридический институт МВД, значит, стал госинспектором дорожного надзора в Нефтекамске в начале, потом в 2003-м перевелся в Уфу, до 2010 года работал в городском полку ДПС, и там уже, соответственно, начался бурный карьерный рост от заместителя командира взвода до командира батальона. Вот. И я, как журналист, что могу лишь понадеяться, что он тоже будет открыт. Вот как бы ни критиковали Динара Загитовича Гильмудинова, он хотя бы любил общаться, скажем так, с удовольствием это делал, к журналистам приходил, журналистов приглашал, и визуально все выглядело очень презентабельно. Хотя, конечно, и жалоб тоже со стороны автолюбителей хватало. Их были и десятки, и сотни, и даже тысячи, наверное, и не на все эти жалобы была реакция. Также у нас новое назначение в прокуратуре. Игорь Пантюшин, новый прокурор республики, утвержден указом Владимира Путина. До этого Совет Федерации его одобрил. Его биографию приводит издание УФА-1. Ну, здесь, наверное, менее интересно. Прокуроры, они меняются намного чаще, чем руководители ГИБДД, и иной раз даже запомнить не успеваешь, а кто сейчас у нас руководитель этого ведомства. Вот. И опять-таки они совершенно не общаются со СМИ. Наверное, вот предыдущий прокурор, собрал ли одну хотя бы пресс-конференцию, даже и не упомню сейчас сходу. Вот такие вот текущие у нас новости. А сейчас фрагмент. Вчера был впервые, кстати говоря, гостем программы «Персонально ваш» заместитель министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан. Говорили мы о разном, важном, в том числе о том, что среди застройщиков, властей и людей зачастую нет общего языка, отсутствуют некие правила игры, особенно в последнее время. К чему это приводит и почему так это происходит? Вот давайте послушаем. Понимаем, север – это развитие промышленности, юг – это развитие жилищного комплекса. Все эти вопросы, которые возникали, и я думаю, надеюсь, они уже в ближайшее время не будут возникать, это, наверное, от слова недосказанность, недоговоренности, где-то что-то не сказал, где-то пожелал молчать и думал, что авось и пройдет. Если брать Шатару Ставели, накипело уже, на самом деле накипело. Как специалист скажу, я не согласен был изначально с размещением так близко дома. На самом деле, все этот вопрос можно было решить гораздо проще, спокойнее. Но случилось. И для многих это стало уроком. Это стало уроком, в первую очередь, для чиновников, в том числе и для нас. Потому что мы должны понимать, что если ситуация возникла, ее не нужно как пожарникам сразу приезжать и пену тушить. А здесь нужно поговорить. Нужно услышать проблематику. Можно услышать людей и понять, а что они хотят. А может быть, на самом деле, даже проблема не в том, что они не хотят жить рядом с большим домом, а может, они переживают просто за свой дом. Да, потому что он уже предаварийный. Любой риск, любое движение при строительстве может привести, что дом станет аварийным, а при этом эти люди, они знают, они читают, что на сегодняшний день объем аварийного жилья в республике больше, чем объем финансирования. Они понимают, что если они вдруг станут аварийным, так как многие ждут 10 лет, когда их снесут, хотя они уже аварийные, что им еще больше придется жить, а у них там дети живут.
Это вопрос недоговоренности, недопонимания и недосказанности. Но зачастую, наверное, больше половины случаев это больше по политическим и каким-то надуманным причинам, авось я не хочу. То есть в градостроительном кодексе написано, что при утверждении любого документа, формулировка интересная, могут направить заинтересованные стороны замечания, предложения. Кто эти стороны? Но любое заинтересованное предложение, комиссия должна быть аргументированный ответ дать, да либо нет. Но бывают же такие предложения, а я не хочу, чтобы строилась здесь дорога. Когда ты спрашиваешь, а почему нет? А вот не хочу. Вот мне неохота, чтобы работала техника. Вот я не хочу, чтобы в 10 метрах от моего дома проезжал бетоновоз, потому что я не хочу. То есть здесь нужно взвешивать реальные опасения людей, когда они переживают за безопасность, когда они переживают за вообще проживание на этой территории, когда они переживают, что элементарно и так во дворе тесно, негде поставить машину, а мы здесь еще ставим свечку, усугубляем ситуацию. Мы должны всеми градостроительными действиями улучшать ситуацию. Но в ряде случаев принимаются решения, которые не улучшали, а ухудшали. Вот, а кто за это отвечает? Кто принимает эти самые решения? Какие-то люди на сегодняшний день меркантильных полномочия у нас, они по утверждению документации, они у нас возложены муниципалитету. Полномочия по согласованию теперь в том числе есть у нас. Поэтому мы в силу, наверное, тех решений, принятых главой республики, мы не вмешиваемся, не говорим городу, не стройте здесь вообще жилье. Мы не говорим городу, не стройте здесь промышленные объекты, понимая, что без промышленности, без той налоговой базы, которая генерирует промышленность, нам и жилье не нужно будет. Не будет промышленности, не будет рабочих мест, не будет налогов, не будет жилья, не на что будет все это обслуживать. Мы должны понимать, что жилищно-коммунальное хозяйство, которое обслуживает наш жилой массив, все республики, но планово-убыточные. Если бы не та генерация доходов всех крупных муниципалитетов от промышленных коммерческих объектов, мы бы не смогли бы все это содержать. Поэтому должен быть баланс. Два застройщика КПСК-6, это Жилстройинвест, говорят о том, что могут покинуть наш рынок, потому что сейчас работать невозможно. Я сейчас, опять же, обобщаю, да, много чего сказано. Почему же так происходит? Почему до сих пор не удалось договориться, в конце концов, претензии высказать, разобрать их и дальше работать во благо республики? Вот назову один такой фактор, раз вы назвали застройщиком. А кто-то говорит, что, пожалуйста, только у нас стройте. У нас застройщики есть других регионов, с Татарстана, с Удмуртии, с Москвы. И вот они говорят, теперь их приглашают, а нам работать не дают. Наши же застройщики строят в Москве, наши же застройщики строят в Казани. У нас очень сильные строители в НЗМ, нефтегазстрой, 7700 штатных, которые работают, которые работают в других регионах. Но мы же не ревнуем, что они работают в других регионах. Да. Пожалуйста, работайте, генерите налоги, в том числе генерите у нас здесь. Застройщик решил, пожалуйста, строить. Давайте Жилстройинвест. Мое мнение, пусть кто-то его не разделит. Так не нужно было торопиться, нужно было провести слушание, обсудить с жителями. Я считаю, что объект на Зорге никому не мешает. Он строится на территории уже ранее застроенной, там нету сумасшедшей этажности, там нету превышения площади застройки. Проведите слушание с участием жителей. Объясните, что предыдущий застройщик, к сожалению, ни одного квадратного метра в социалку не устроили. Но если застройщик нам говорит о том, что он готов построить садик, хотя бы пусть половину садика, реконструкцию школы, которая позволит дать места в социальных объектах для нового жилого комплекса, и в том числе для тех, которые покупили у других застройщиков, но это должны люди узнать путем проведения официального документа публичного слушания. Зачем выдумывать какие-то непонятные нюансы, подставлять потом других, и в итоге что мы получили? Мы получили иски прокуратуры, в том числе из-за этого вопроса, из-за которых идут навстречу и проводят слушания в новогодние страдают праздники. Теперь другие застройщики. Да. Есть законодатель сказал, надо проводить слушания, бояться их нельзя. Вышел человек, но любой довод есть контрдовод, на любое аргументированное решение. Я понимаю, если бы застройщик внутри жилого микрорайона размещал объект 2-3 класса опасности охранной зоны, но любой довод, что он нарушает закон, мы как чиновники нужно сказать, да, он нарушает, его там не будет. Но если застройщик говорит, я готов построить жилой комплекс и решить в этом квартале вопрос социальной инфраструктуры не просто вопросом бумагами, здесь будет садик, а конкретно физической работой, вложением своих средств. Это правильное решение. Артем Ковшов, заместитель министра строительства и архитектуры Башкортостана, был вчера гостем «Персонально ваш». Полная версия эфира у нас на YouTube-канале доступна. Любопытно, кстати, там есть вещи, поэтому все-таки рекомендую для тех, кто не смотрел и не слушал полностью. Сегодня у нас в «Персонально ваш» будет экономист Всеволод Спивак. С Айдаром Ахмадиевым они будут общаться по скайпу. И итоги некие года будут подводить, в том числе анализировать, конечно, бюджет нашей республики, который планируется на следующий год. А пока, перед тем, как проголосуем, я процитирую для начала одного из уфимских блогеров. Дмитрий Шишак написал у себя в Фейсбуке. «Уфимцы, в отличие от юлаевцев, каждый день выходят на лед». Имея в виду то, что у нас происходит, разумеется, на улицах нашей башкирской столицы. Я думаю, не только Уфы, во многих, наверное, городах, а точнее во всех такая картина. Хотя, может быть, где-то и лучше, кстати. Если где-то лучше, пишите.
Так вот, у нас после оттепели вся снежная каша замерзла, на центральных в том числе улицах, никто ее не убрал, и все улицы фактически являются катком. Я имею в виду пешеходные, конечно, части. Проезжие — это нормально, а вот пешеходам жить с этим практически невозможно. В связи с этим хотелось бы ваши ощущения как-то проанализировать, что ли, и проголосовать на эту тему. Значит, уборка городских улиц. Сейчас в части пешеходной инфраструктуры я все-таки интересуюсь. При нынешнем градоначальнике, который примерно год уже работает, Сергее Грекове, по вашим личным ощущениям, лучше или хуже, чем была при его предшественниках? Сейчас мы не уточняем, при Ульфате или Мустафине, или, может быть, раньше при Ирике Елалове, а может быть, еще раньше, да? Неважно. Если в целом, вот лично ваше ощущение, что я сейчас не прав, лучше все стало на самом деле, по крайней мере, там, где вы живете, там, где вы часто ходите, например, на работу, все нормально. Грех жаловаться. 262 72 47. Если же вы считаете, что все стало только хуже, то 262 72 48. Голосование. Процесс пошел. Зимнее содержание пешеходной инфраструктуры в Уфе при Сергее Грекове стало лучше. Вы ощущаете, что вот ваши тротуары, тротуары возле вашего дома, возле вашей работы или вообще в целом вот как-то вот по городу, вы их видите, что да, нормально все, нет проблем. Какие-то временные трудности, ну что ж, бывает иногда. Но в целом-то лучше стало. 262 72 47. Хуже. Никаких тут оправданий быть не может. Даже не так же, а именно хуже. 262 72 48. Значит, так, вижу сообщение, но это не по данному вопросу. Кстати, то, что вы общаетесь в YouTube-чате, это прекрасно, но иногда можно что-нибудь и по теме того, о чем мы говорим, тоже к нам писать и присылать. Множество публикаций на этот счет. Ну вот даже Башинформ, что уж там говорить, на эту тему написал статью. Скользкая ситуация. В Уфе горожане ищут способы твердо стоять на ногах. И фотографии соответствующие, фотографии довольно красноречивые, центр Уфы, и прямо ни клочка, значит, дорожной плитки не видать местами, просто сплошная наледь. И в этом смысле, да, уфимцы сейчас выходят на лед чаще, чем игроки Салавата Юлаева. А голосование наше прошло очень активно, и 100% сказали, что ситуация стала только хуже. На заметку городским чиновникам и лично главе администрации Сергею Грекову. Мы уходим на перерыв, новости, а после вернемся с гостем и продолжим нашу программу. «6:30 в Москве. В студии Константин Мирошников. На «Эхе новости». Диспетчер Минского аэропорта, по сведениям «Нью-Йорк Таймс», назвал экстренную посадку борта Ryanair операцией КГБ. Американская газета со ссылкой на источник утверждает, что этим летом он перешел белорусско-польскую границу вместе с беженцами и раскрыл польским спецслужбам детали инцидента. Диспетчер утверждает, что представитель Комитета госбезопасности, в частности, контролировал переговоры с пассажирским лайнером, а также все время поддерживал с кем-то контакт по телефону, сообщая, что происходит с воздушным судном. В мае, напомню, самолет, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, приземлился в Минске из-за ложного сообщения о бомбе. В белорусской столице с борта сняли главного редактора оппозиционного телеграм-канала «Нехта» Романа Протасевича и его подругу, россиянку Софью Сапегу. Поставщики предупредили о росте цен на импортное вино. Минимальное повышение стоимости в евро, о котором просят почти все компании, в том числе итальянские и французские, составляет 10%, пишет газета РБК. Причинами называют неурожайный год и рост цен на сырье в ряде винодельческих регионов. Подорожали и комплектующие материалы, пробки, этикетки, стеклотара, упаковка и логистические издержки, отмечает издание. При этом ряд импортеров рассчитывает взять на себя часть увеличения себестоимости продукции, чтобы минимизировать влияние на конечные цены.
Сербия получила обещание России не оставить республику без газа. Об этом агентству ТАСС сказал президент Александр Вучевич. По его словам, благодаря соглашению с Москвой Белград сэкономит по меньшей мере $1 миллиард. Стороны, напомню, договорились о цене на газ в конце ноября. Вучич отмечал, что цена сохранится на уровне $270 за 1000 кубометров, хотя ранее речь шла о почти $800. «Газпром» детали долгосрочного соглашения не комментировал, указывая лишь на то, что текущая цена для Сербии соответствует средней экспортной европейской. В администрации Ростова пропажу дорогих часов с фотографией главы города объяснили нежеланием привлекать внимание. Алексей Логвиненко приобрел аксессуар давно, еще до того, как возглавил администрацию, и старается носить часы только в кругу друзей и в частных поездках, отмечает пресс-служба. О том, что снимок, сделанный в ходе рабочей поездки Логвиненко в Грозный, был отретуширован, ранее писало сетевое издание «Блокнот Ростов». Сайт 161.ru отмечает, что речь может идти о часах Бреге Marine Royal в корпусе из розового золота стоимостью около 3 миллионов рублей. Барселона впервые с нулевых не вышла в плей-офф Лиги Чемпионов. В заключительном туре каталонцы проиграли немецкой Баварии со счетом 0-3. По итогам группового этапа заняли лишь 3-е место в квартете. На данный момент определились почти все 16 участников плей-офф. Последняя путевка будет разыграна между итальянской «Аталантой» и испанским «Вильяреалом». Они должны были сыграть еще накануне, но из-за снегопада встречу перенесли на сегодня. Минус 9 градусов в Москве, давление 753 миллиметра ртутного столба. Днем около 11 градусов мороза, местами небольшой снег и гололедица. 3, 2, 1. Реклама. Ярмарка ремесленников в Арт-Квадрате. Уникальные товары ручной работы от умельцев Башкортостана. Каждый день с 12 до 22 часов до 25 декабря по адресу улица Мустая Карима, 6, корпус 1. Мероприятие реализуется при поддержке Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству, ОНО Агентство РБ по предпринимательству и Центра «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Если этот праздник ждал ты очень, есть один совет простой. Покупай в Фармленде все, что хочешь, получай подарок свой. В аптеках Фармленд вас ждут подарки за покупки. Срок акции с 6 декабря 2021 года по 31 января 2022 года. Подробности акции у фармацевтов. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Ремесленник, разбери свой бизнес с профи. До 10 декабря попади на консультацию к ведущим маркетологам Башкирии бесплатно. Записывайся 224 99 99 224 99 99. Мероприятие реализуется при поддержке Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству, ОНО Агентство РБ по предпринимательству и Центра «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. 8 часов 35 минут в Уфе. На Эхе новости, у микрофона Руслан Валиев. Ради Хабиров внес изменения в указ о карантине из-за узелкового дерматита коров. Режим чрезвычайной ситуации теперь действует не только в поселках Туркменева-1, но и в Туркменева-2 Баймакского района, а также в сибайском поселке Туяляс. Как сообщает газета «Сибайский рабочий», в Туялясе ограничения коснулись пока только молочно-товарной фермы индивидуального предпринимателя. Согласно документу, очаговыми территориями с 25 ноября до особого распоряжения были признаны села 1 Туркменева, молочно-товарные фермы Мудариса Каримова и Ильдара Тулыбаева. Угрожаемыми зонами стали 2 Туркменева, деревни Ахмерова, Абзакова, Назарова, Мукасова, 1 и 2, а также еще несколько сел поблизости. На этих территориях запрещается ввозить и вывозить корм, сам скот, молоко и другое сырье, полученное от больных животных. Самих животных в зоне карантина уничтожают. Как ранее сообщала «Эхо», исполняющий обязанности руководителя администрации главы республики Урал Кирсенбаев сообщил, что администрация запустила чат с жителями села Туркменева, в котором будут оперативно обсуждаться волнующие их вопросы. По его словам, у людей не было четкой информации, по какой цене им будет компенсирован изъятый у них скот. И когда руководитель Республиканского управления ветеринарии сказал им, что цена будет рыночная, люди якобы успокоились.
Министерство экологии сообщает, что остаточная вместимость мусорного полигона в селе Черкассы под Уфой позволит эксплуатировать его еще 3 года. Об этом сообщает портал ЕАН со ссылкой на министра экологии Башкирии Урала Искандарова. По его словам, в настоящее время региональный оператор по зоне номер 1 спецавтохозяйства по уборке Уфы разработал проект к модернизации полигона, который прошел публичные слушания. Проектом предусмотрена рекультивация накопленных отходов и строительство новых участков для захоронения мусора. Будут построены очистные сооружения для сточных вод и фильтрата с полигона, а также мусоросортировочный комплекс мощностью 600 тысяч тонн в год. Модернизация полигона позволит продлить срок его эксплуатации сроком еще до 15, а также до 23 лет. Как ранее сообщало «Эхо», в начале декабря в селе Черкассы Уфимского района прошли общественные обсуждения по проекту реконструкции полигона. Результатом должно стать продление жизни объекта. Депутат Благовещенского горсовета Сергей Жуков в эфире «Эхо» заметил, что компания «Регион Капитал» продвигает проект альтернативного полигона под Благовещенском, и продление действия мусорного полигона в Черкассах невыгодно конкуренту спецавтохозяйства, в связи с чем вокруг проекта реконструкции развернулась конкурентная борьба. И о погоде. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Уфе преимущественно облачно, минус 9 градусов. В течение дня облачная погода сохранится, температура повысится до минус 5. Руслан Валиев, служба информации, «Эхо Москвы» в Уфе. Вы слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Продолжаем прямой эфир Уфимского разворота. Ко мне присоединилась Ксения Малкова. Я изначально анонсировал то, что она будет, но вот, к сожалению, дорожная ситуация в городе не очень хорошая. Актуальная тема, кстати, для нашего эфира как раз. Да, абсолютно. Руслан Валиев меня зовут, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом, и мы с удовольствием представляем гостя, который к нам присоединился по видеосвязи. Гость во всех смыслах этого слова, не только нашего эфира, но и Уфы. Руководитель объединения «Калининград Стритфуд», член комитета по гастротуризму Российского союза туриндустрии Александр Исаев вместе с нами. Доброе утро, Александр. Так, Александр, мы вас пока не услышали. Где-то выключен микрофон. Так, еще раз доброе утро. Так, похоже, что микрофон выключен у вас. На кнопочку микрофона нажмите, пожалуйста. Камера включена, а вот микрофон не включен. Так, до сих пор мы не слышим. Что ж такое? До этого слышали ведь? Пока мы... Так, Никиту, звукорежиссера, попрошу. Все включено, да? А здесь у меня, если включу... Ну, тогда это будет вот так. Да, какие-то неполадки со звуком. Пока ожидаем их исправлений, расскажем, что в Уфе проходит фестиваль уличной еды и форум гастротуризма. Вот, собственно, по этому поводу мы и созвонились. Так, у нас... Так. Сейчас слышно, нет? Да, вот сейчас вас стало слышно. Слышим. Прекрасно. Да, вот Ксения успела сказать, что начались у нас мероприятия, скажем так, целый комплекс. С одной стороны, форум, фестиваль, куда официальные, скажем, лица съезжаются для того, чтобы поговорить там о каких-то государственных планах. С другой стороны, это бизнес, это простые жители, люди и так далее. Вот, Александр, вопрос первый будет такой. Что-то подобное где-то в регионах России, я так полагаю, вы уже проходили. Вот к чему приводят такие вещи в хорошем смысле, если приводят, конечно? Ну, это форум, который организовывает Ростуризм. Он 2-й год подряд уже это делает. Мы собирались в прошлом году в Калуге. В этом году собираемся вот у вас. Вообще подобного рода мероприятия очень нужны, потому что помимо того, чтобы, знаете, как это, выставку устроить, показать, чего добились, направление гастрономический туризм очень активно развивается, особенно после начала пандемии, потому что, сами понимаете, внутренний туризм сейчас на пике, наверное, своей
активности за все время Российской Федерации. Вот. Кроме всего прочего, еще люди делятся опытом, огромное количество идей приходит, которые реализовываются. Потому что, знаете, это такое дело, нету книжки, которую можно почитать, как развивать гастрономический туризм и уличную еду. Вот нет такого пособия. Но при этом очень много людей в разных регионах имеют опыт. И вот когда этот опыт собирается в одном месте и им начинают делиться, из этого получаются очень интересные вещи. Угу. Знаете, давайте для начала поясним, возможно, не все понимают, что такое гастротуризм. Это туризм чисто ради еды или все-таки не совсем? Это туризм, связанный с тем, что людям интересно, в том числе, чем и накормят? Слушайте, это очень тонкий лед, потому что мы, эксперты Ростуризма, копья сломали как раз именно на этой теме, что же считать гастрономическим туризмом. Давайте я выскажу свою точку зрения, потому что, опять же, нет путеводителя по применению гастрономического туризма. На мой взгляд, гастрономический туризм – это очень важная составляющая, в принципе, часть туризма, которая несет за собой выбор человека, который собирается куда-то ехать, выбор места, в том числе и за счет того, какая там кухня. То есть вы собираетесь ехать, вы смотрите там, не знаю, достопримечательности, не знаю, спортивную составляющую, там, не знаю, на футбол вы едете, на хоккей вы едете, или на море позагорать. И ко всему прочему вы смотрите, какая в этом месте кухня. Если вы принимаете решение, в том числе из-за того, что вам интересно попробовать кухню, узнать культуру, гастрономию этого региона, значит, этот регион можно считать гастрономическим, и тогда вы в том числе и гастрономический турист. Вот еще такой вопрос, Александр. У нас, как вы оцениваете вот именно в Башкирии уровень развития гастрономического туризма? Или у нас все на меде останавливается? Нет, у вас не останавливается на меде. Знаете, я сначала небольшую сноску сделаю. Нужно понимать, что гастрономический туризм вот в данный момент находится в начальной стадии развития не только в Башкирии, а вообще в принципе во всей стране. То есть плюс-минус, да, кто-то немножко дальше ушел, кто-то в начале в самом своем пути. И поэтому говорить о том, чтобы вот в сравнении с классическими гастрономическими регионами, условно там Парма, да, или там страна басков, куда ездят для того, чтобы там отведать ветчины или выпить вина, да, специально для этого, с этим сравнивать не стоит. Стоит сказать, что в Башкирии огромный потенциал, потому что я вот при подготовке форума и фестиваля уже 3-й раз за последний месяц сюда приезжаю и понимаю, что здесь есть большое количество своих продуктов, национальных блюд. Они очень интересны, самобытны. Может быть, не все из них еще доведены до степени, ну, скажем так, современности и актуальности, потому что когда блюдо имеет, или какой-то продукт имеет какую-то длинную историю, а вкусы людей меняются со временем, его иногда стоит делать некий апгрейд для того, чтобы он становился актуальным. И не всегда это происходит, но, на мой взгляд, это просто вопрос времени, когда это произойдет. Кстати, это иногда происходит, но не всегда удачно, я могу сказать. Не все варианты, скажем так, нового прочтения там, рецепта чак-чака, условно говоря, станут актуальными и становятся. Я вот иногда попробую, думаю, зачем? Вот как, кстати, здесь? Согласен, но, знаете, время все равно внесет свои правки. Если они не актуальны, они просто канут в лету, и все, их не будет никто воспринимать. Останутся, только самые лучшие варианты. И хочу закончить свою мысль, что продукт есть хороший, очень интересный. Я сам захожу к вам на центральный рынок перед отъездом, покупаю несколько продуктов для того, чтобы домой в Калининград увезти, побаловать себя и своих близких. А это уже гастрономический сувенир, что еще раз подчеркивает, что в вашем регионе есть то, ради чего стоит приезжать, помимо там красот, помимо других туристических привлекательностей. Вот обращу внимание на пару реплик из нашего YouTube-чата. Зрители прямо сейчас комментируют. Вот ваше мнение хотелось бы услышать. Нам про этот потенциал уже 30 лет втирают, а ВОЗ и ныне там, пишет Данни. Вот как вы на это отреагируете? Знаете, я
сам в Калининграде этим занимаюсь, по многим регионам езжу, и могу сказать, что я предполагаю, что речь идет о чиновниках, которые об этом говорят. Чиновники могут говорить все, что угодно, они бывают там хорошие, плохие и так далее. Но речь идет не о чиновниках, речь идет о тех людях, которые в этой сфере работают непосредственно, в сфере гостеприимства. И только они могут изменить ситуацию, а чиновники могут им в этом помочь или помешать, но не могут сделать за них. Поэтому не важно, что говорят, важно, что делается. Ну, то есть, по вашим ощущениям, вот те люди, как бы снизов, предприниматели сейчас у нас есть, которые готовы начать, по крайней мере, это направление? Или даже они уже начали его? Мне не нравится слово «снизов». Это не низы. У вас есть прекрасные предприниматели, у вас есть... Я познакомился с большим количеством замечательных туроператоров, которые делают отличные туры внутри Башкирии, очень популярные туры. И я посмотрел на их продукт, на то, к чему они стремятся. Часть из них будет на фестивале, например, принимать участие и представлять тот продукт, который они туристам предлагают. И, на мой взгляд, это очень хорошо, очень хороший уровень развития у них. А главное, я вижу, что у них не просто есть стремление и желание, а есть такая дорожная карта. То есть они понимают, куда они идут, зачем. И этот продукт просто будет улучшаться с каждым годом. Еще одно критическое замечание от зрителя в YouTube. Артур пишет: жалкая попытка копировать западную культуру. Не стыдно? Я вообще не согласен с тем, что это копирование западной культуры. Именно это и есть наше, вот то, о чем я вам говорил, заруба. Главное, как это воспринимать. Вот та часть экспертов, которую я представляю, считает, что вообще не стоит на Запад смотреть. Объясню почему. Это не хорошо и не плохо. Просто развитие западных регионов, оно было длительным, они не складывались, гастрономические регионы, они складывались там столетия, не было никаких перерывов и так далее. У нас система совершенно иная. Наши регионы прошли советскую власть, где все усредненно было, прошли сложные периоды, давайте вспомним голод, который был, в 20-х годах прошлого века, и в 90-х годах прошлого века есть, в общем, особенно нечего было. Я всегда говорю, какая там гастрономия, ножки Буша, съешь и доволен вроде как. Но сейчас сложилась ситуация, особенно после введения контрсанкций, когда развивается локальный продукт невероятных масштабов. Просто по всей стране такое количество производителей локального продукта, очень качественного локального продукта. Конечно, там сыр на первом месте, но помимо него есть еще очень много различных прекрасных продуктов. И люди специально едут для того, чтобы, например, в Калининграде попробовать сыр тильзит-рагнит, который в этом регионе готовился, которому всего 5 лет. И люди специально прилетают из Москвы, потом садятся на машину или на автобус, едут в город Неман, который находится в 120 километрах, для того, чтобы его отведать. Это гастрономический туризм в полной мере, 100%. То есть человек принимает решение для того, чтобы сделать турпоездку, исходя из того, что он хочет попробовать продукт. Это чистый гастрономический туризм. Если люди в Башкирию приезжают для того, чтобы попробовать конскую колбасу или гуся, или кумыс, или еще что-то такое, это и есть гастрономический туризм в чистом виде. А у вас есть данные, что есть такие люди, которые только ради этого приезжают? Мне кажется, что эти продукты можно найти где-то на специальных рынках и в Москве. Вы знаете, здесь, опять же, прекрасный вопрос. Здесь вступает в силу второе качество. Люди принимают решения еще и, то есть помимо гастрономии, еще что-то должно быть. Я например, знаю ваших туроператоров, к которым приезжают специально москвичи на чайные церемонии. Они выезжают за город, в юрту на несколько дней, им делают чайные церемонии башкирские, русские, татарские. И можно ли это в Москве найти? Наверное, можно. Наверное, да. Но тут же важный момент. Сама поездка, природа, пейзажи вокруг, не знаю, скачущие лошади, люди, которые из луков стреляют. И еда, соответственно. То есть это все является важными составляющими, частями, которые заставляют людей поехать в поездку и потратить деньги, а по данным, например, ЮНВТО, это Всемирная туристская организация ООН,
А люди, когда едут в поездку, до 50% средств тратят на еду. Ну, то есть это уже непосредственно улучшает возможности региона, это налоги в бюджет региона, это деньги, которые зарабатывают люди, которые обслуживают туристов и так далее, и так далее. И в завершении еще один вопрос, даже такой немножко творческий. Если бы вас попросили охарактеризовать Башкирию или вот попросили сказать, что обязательно нужно попробовать, когда приезжаешь сюда, в Уфу, какой бы это продукт был, по вашему мнению? Ну, мое сердце принадлежит вареной конской колбасе. Она мне очень сильно нравится, я ее с удовольствием всегда покупаю и всем рекомендую, но это только мое мнение, я вижу, что продукта очень много разного хорошего вкуса. Все-таки еще не в завершении, Ксюш, не торопись. У нас есть несколько минут для того, чтобы понять, как люди, слушатели наши, могут, я не знаю, присоединиться к этим мероприятиям, потому что часто вот наши слушатели знают о том, что какие-то форумы проходят в Уфе, бизнес, там, не бизнес, но это какая-то тусовочка чиновников с какими-то приближенными предпринимателями, и люди прочувствовать сами не могут. Здесь, как я понимаю, все-таки будет возможность, да, поучаствовать в уличной части этого фестиваля. Вот расскажите поподробнее, когда, где и что там реально можно увидеть, что прочувствовать? Ну, во-первых, я вам могу сказать, что и в форумной части можно поучаствовать, и более того, в рамках форума мы делаем программу для производителей локального продукта. Сегодня она в 14 часов начинается, и, насколько я знаю, более 30 производителей из Башкирии записалось, его живьем будет присутствовать на нем, а вообще в онлайн-режиме больше 200 производителей со всей страны будут принимать участие в нем. То есть, ну, так себе между собойчик, да. Ну, а с завтрашнего дня начинается фестиваль уличной еды, на который приезжают большое количество проектов из других регионов страны, не только башкирские проекты будут. Будут представлены проекты из Владивостока, Калининграда, Дагестана, Ненецкого округа, Москвы, Калуги и других городов. Это все члены объединения Street Food Russia, которые я возглавляю. Но и при этом будут участники, которые представляют местную уличную еду. Они все готовят специальные блюда. Эти блюда можно попробовать только на фестивале. Фестиваль начинается завтра в 14 часов около гостиного двора и продлится до конца субботы. То есть в субботу прямо с утра до вечера. Все, кто придет, смогут купить, отведать, попробовать на улице или взять с собой блюда различных производителей, различных вендоров, которые приезжают к вам. То есть мы сможем увидеть весь спектр современной уличной еды Российской Федерации, ну и Башкирии в том числе. Угу. Так, тут еще одну проблему слушатель наш поднимает. Я вот все-таки зачитаю и вопрос сформулирую. Хорошего кумыса, который не стыдно гостям предложить, днем с огнем не сыскать. Либо неприятный привкус, либо из козьего или коровьего молока. Либо это не кумыс, а просто газированное молоко, пишет сельский доктор. Ну так, по крайней мере, подписывается. Тут я о качестве хочу сказать. Действительно, зачастую вот мы здесь в Башкирии живем, и качественного местного продукта, который мы представляем, как выглядит, когда он качественный, не всегда можем найти. А тут вы говорите про гастротуризм. Туристы приедут и тоже наткнутся на плохой кумыс, плохой козлык, там, я не знаю, разочаруются, и это все дело не раскрутится. Как вот бороться, что ли, с подделками? Как заставить всех работать качественно? Или это заставлять бесполезно? Ну, вы понимаете, что рынок есть рынок, да, некачественный продукт уходит, качественный приходит. Вот просто вы должны понимать, что, я подчеркиваю эту мысль, производители локального продукта занимаются этим очень недавно. Их еще их много, с одной стороны, но тот процент, который они производят, они все-таки крафтовые производители, они не заводами их покупают. А еще рынок не насыщен. А когда рынок просит что-то, ну, наверное, есть часть, которая насыщается не самым качественным продуктом. На мой взгляд, это просто вопрос времени, потому что они, производители, растут как грибы после дождя, и качество продукта очень сильно увеличивается, улучшается. И я, опять же, на сыр буду пенять, потому что это самый бурно развивающийся продукт в России на данный момент. Есть много производителей, которые выпускают сыр ради дотации. Это правда.
Есть производители, их немало, которые выпускают настолько качественный сыр, что, например, мы делали конференцию, к нам приезжали швейцарцы, они не могли поверить, что за 5 лет россияне смогли выпустить такого качества сыр, потому что они говорили, для этого надо 30 лет. Не может быть, что вы 5 лет выпускаете. То есть, огромное количество людей занимается этим с огромной любовью и делают очень качественный продукт. И его все больше и больше и больше на рынке. Я думаю, что рынок сам будет диктовать условия, какой продукт останется, какой будет. Ну, последний короткий вопрос. Как вам старания чиновников Башкирского госкомитета по туризму? Вообще чувствуется, что они действительно горят желанием что-то изменить? Или формально все происходит? Нет, они очень сильно стараются, они очень сильно нам помогали в том, чтобы готовить этот фестиваль. И я им очень благодарен, потому что, вы сами понимаете, я приехал сюда, что называется, впервые не видя, не зная, что это такое. И я не мог выйти в город и сказать, а кто хочет стать участником фестиваля? Помогли, они постарались сделать все, чтобы я познакомился с людьми, а дальше уже мы старались отработать продукты, которые будут представлены на фестивале. То есть я вижу, что, знаете, в Спасибо, душу Александр. человеку не залезешь, но кажется, что они очень хотят, чтобы это все развивалось. Спасибо, Александр. Время наше вышло. Член комитета по гастротуризму Российского союза туриндустрии Александр Исаев, наш гость из Калининграда, был на прямой связи со студией «Эхо». Приглашаем всех участвовать в фестивале. Ксения Малкова, Руслан Валиев, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Оставайтесь на «Эхе». До свидания. Мягкой посадки вашим батарейкам.